Уверен, у каждого народа самое священное – это его родной язык, язык матери. Чеченцы свой родной язык называют нейнмот, язык матери. Поэтому в этом году в нашей республике проводится целый ряд научных мероприятий, посвященных проблемам исследования, изучения и развития чеченского языка. Наша Академия наук была создана в декабре 1992 года, суровое и сложное время, но по-настоящему функционирование Академии наук как государственного учреждения, финансируемого государством, началось с 12 июня 2000 года, когда главой республики был назначен выдающийся богослов, мудрый, мужественный человек, государственный деятель, выдающийся политик Ахмад Хаджи Кадыров, да, разум обладается. Он с глубоким уважением относился к науке, особенно ученым, стремился практически любое пожелание ученых выполнить. Вот здесь за моей спиной его поздравление к десятилетию Академии наук в 2002 году. Сложное, суровое было время. Грозный лес в руинах лежал. Единственный актовый зал, который тогда был, это нефтяном института. И вот по инициативе Ахмада Хаджи Кадырова, он сказал, 10 лет обязательно нужно отметить. Десятилетие было отмечено. И вот до своей безвременной гибели он очень заботился об Академии наук. Так что сегодняшняя Академия наук Чеченской Республики – это памятник Ахмад Хаджи Кадырову и сотрудникам Академии, членам Академии. Всегда об этом нужно помнить. Сегодня первым президентом Академии наук, как говорилось в видеоролике, был Ибрагимов Рамзат Исмаилович, настоящий подвижник науки, человек очень много сделавший не только для развития науки, но и для того, чтобы наших парней и девушек направляли в аспирантуру тогда советских вузов. После его безвременной кончины в 2006 году, 17 лет, мне выпала честь возглавлять нашу Академию. С прошлого года Академию наук возглавляет Джамбулат Вахидович Умаров, мой ученик, талантливый ученый, окончил несколько вузов, в том числе зарубежных, владеет иностранными языками, настоящий генератор идей, энергичный, молодой, и мы уверены, что под его руководством Академии добьется новых успехов. Сегодняшнее наше мероприятие украсили наши гости, которые приехали с разных уголков Российской Федерации, начиная от Якутии, но мне особо хочется отметить присутствие в этом зале ученого с мировым именем, патриарха Российского Кавказоведения, первого президента Юго-Осетинской Республики, долгие годы возглавлявшего и Северо-Осетинский университет Людвига Алексеевича Чибирова. На этой высокой ноте позвольте мне объявить открытым сегодняшнее торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Академии наук Чеченской Республики, и пригласить на эту сцену для доклада президента Академии наук Джамбулата Вахидовича Умарова. Спасибо.